Вот это самая такая ответственная вещь, вот хорошая Danfoss Швейцария выпускает, вот это двухходовой регулирующий клапан. Вот то, что я вам говорю, датчик наружного воздуха, то, что у нас в здании будет стоять, он связан со шкафом управления и вот с этим клапаном. Можно его вручную регулировать, но он будет работать в автоматическом режиме. Датчик дает сигнал о наружной температуре. Он здесь клапан открывает или закрывает. Вот. То есть больше дает или меньше теплоносителя. Вот 120 градусов. Вот этот теплообменник вот поступает сюда. В этом теплообменнике вот, можете посмотреть, вот по одной вот эти пластины идут. Пластины. И они сделаны так, что по одной пластине поступает вот эти, ходит теплоноситель, циркулирует. В другой пластине внутренний контур дома. И то есть вот через одну пластину, одна пластина от котельной, вторая внутридомовой, от котельной внутридомовой. И они между собой вот, через металл, это нержавеющий металл, и передают тепло. Гармия айн даимитер. Косвенным. То есть оба аралашамешат. Гармия айн даимитер через пластину. Ин об только косвенным способом передался. Вот это внутренний контур. Это то, что в доме вода циркулирует. Это идет с котельной, вот возвращается в котельную. И вот так вот здесь тепло передается. Теперь понятно, да? Да. Вот здесь вот эти агрегаты, это вам сейчас изучать долго не надо. Вот эти вот насосы, о которых я говорил, вот на внутреннем контуре. Почему два? Если один вдруг вышел из строя, автоматически будет включаться другой. Автоматически. Или вот так здесь автоматически сделано, что если он по какой-то причине перестал работать, второй, резервный. На горячей воде то же самое. Вот видите, вот два насоса. Это насосы, да? Да, да. Это теплообменник отопления, вот это на горячую воду теплообменник. И вот по два насоса также. Вот они, если один что-то не работает, второй включается, второй работает, бригада приходит, ремонтирует и опять включается. Этот агрегат на один дом, да? Да, это на один дом. И вот таких, так как вот дома некоторые есть большие, их по два будут ставиться. Два. Где-то по одному. И они все различаются. Вот смотрите, вот на отоплении поменьше теплообменник, меньше пластин. А на горячую воду побольше. Это потому что там расход. Да, холодная вода, и в расход ее надо догреть до определенной температуры, там 70 градусов должно подаваться. А здесь поменьше, так как это уже закрытая. Да, система. Да, без разбора. Да. Вот, ну здесь, сейчас вот эти все датчики, вот этот пресс-состав, вот регулятор, это вам пока сложно. Вот, зачем? Это пресс-состав, он выполняет роль, вот как, знаете, сейчас стоят насосчики в домах, подкачивают холодную воду. Пресс-контроль. Пресс-контроль называют. Вот пресс-состав. Вот, он то же самое, как вот там реле. Диапазон. Там, например, ставите 6 бар, 4 бара. Ага. До 4 падает, он включается, до 6 поднялся, он отключился. И вот этот диапазон. Вот это то же самое. Он дает команду на клапан. Это вычислитель. Вот клапан подпитки. И здесь идет подпитка системы внутридомовой. Вот видите, вот это вот от центральной идет обратка от котельной. Вот подача, вот обратка. И он с обратки подпитывает вот систему внутридомовую. Когда давление падает, он подпитывает. И также вот пресс-состав на горячей воде. То же самое дает команду и идет подпитка, чтобы давление держалось в определенных пределах. 2-4 там как вы. Производство. Это делают сейчас в Черчаке, собирают. Но здесь вот эти все комплектующие, вот, знаете, Danfoss, это все европейское. Вот вилла, насосы, тоже это все в Европе. Здесь идет как бы сборка. Сборка, да? Сборка, да. Вот, докупаются задвижки, там это вот турецкое что-то здесь есть. Вот так все собирается и собирают. Ну, трубы это уже как бы здесь наши местные. Вот по ГВС, видите, нержавейка идет. На воду вообще ставится нержавейка, либо пластиковая. Спасибо.